Приветствую вас, друзья! Уважаемые зрители, дорогие слушатели, в прямом эфире передачи «Якутск сегодня», и у микрофона Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и автор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». За режиссерским пультом Николай Слепцов-Айдын и Мария Новгородова. Сегодня у нас тема очень интересная, важная, и мы поговорим о деятельности Республиканской библиотеки для слепых в преддверии празднования Общероссийского дня библиотек. Итак, замечательные гости в студии: Айталина Семеновна Корнилова, руководитель Республиканской библиотеки для слепых, Сахая Дмитриевна Данилова, библиотекарь отдела медиа и тифлотехнологий, и Евгения Артуровна Потапова, методист библиотеки «Тифло-комментатор». Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо вам, Айталина Семеновна, и вашим коллегам за то, что вы сегодня пришли, и мы познакомились с вашим коллективом в начале, когда у нас началась деятельность проекта «Обнимаю сердцем», и я хочу отметить, что это очень высокопрофессиональный коллектив, вовлеченный и увлеченный своим делом. И, Айталина Семеновна, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, вкратце, это же единственная, в регионе библиотека для слепых, о вашей деятельности. И вопрос, наверное, который волнует не только меня: вы обслуживаете только людей с инвалидностью по зрению или нет? Всех приветствую. Анна Александровна, вам большое спасибо за приглашение. Начну, наверное, вкратце с истории. Наша библиотека, Республиканская библиотека для слепых, была основана в далеком 1967 году. Как раз в прошлом году мы отмечали 55-летний юбилей, организовали Всероссийскую конференцию. Наша библиотека хранит книги на специальных форматах, более чем 148 тысяч экземпляров книг. И мы ежегодно проводим мероприятия, около 200 мероприятий различных. Мы обслуживаем, ошибочно поступают такие вопросы, ошибочно люди полагают, что раз уж мы библиотека для слепых, обслуживаем только инвалидов по зрению. На самом деле это не так. Мы обслуживаем и людей с инвалидностью другой категории. Это могут быть люди с нарушениями зрения без инвалидности. Как правило, это люди в возрасте. Как методический центр мы обслуживаем физические и юридические лица, которые занимаются так или иначе проблемами инвалидов. Это тифлопедагоги, тифлопсихологи, социальные работники и библиотекари. И совсем скоро отмечается Общероссийский день библиотек. Это 27 мая. Вы ведете обширную работу. И вопрос: сколько человек у вас работает? Вы сказали, вы проводите 200 мероприятий в год. Это очень много, цифра большая. Да, у нас работает 18 сотрудников, 17,5 штатных единиц. Обслуживанием читателей занимаются 15 сотрудников. Это высококвалифицированные сотрудники, очень опытные. У нас 3 тифлокомментатора, единственные в республике. У нас есть тифлопедагог, у нас есть психологи-педагоги и сотрудники, которые владеют сурдопереводом. Слышите, уважаемые зрители, слушатели, 18 человек, и проводится около 200 мероприятий в год. Вот с кого надо брать пример. Расскажите, пожалуйста, про фестиваль чтения, который сейчас у вас идет. Да, у нас библиотеки республики объединились в этом году и проводят различные мероприятия. Конечно, наша библиотека не стоит в сторонке. Наша библиотека активно подключилась к этому фестивалю. 23 мая у нас состоится специальный показ художественного фильма «Минюрдюбер күн қағанда кирбет», «Не дано солнце не садится». Вы, наверное, все в курсе, все смотрели очень этот фильм. Да, режиссер Любовь Борисова. И мы тифлокомментировали этот художественный фильм. Показ состоится в кинозале «Республика». 25 мая мы проводим презентацию говорящей книги Вацлава Серошевского «Якуты». И 26 мая мы всех ждем на всероссийскую акцию «Библия-ночь». Где можно увидеть эти анонсы?
Анонсы можно увидеть в Прокультура РФ в системе, на нашем официальном сайте, в наших социальных сетях. Вот когда у нас идет экскурсия, да, в смарт-библиотеке «Обнимаю сердцем», там одна часть посвящена людям незрячим. И есть отрывок фильма с тифлокомментированием, да? Да. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это такое тифлокомментирование и в чем заключается работа тифлокомментатора. У меня вопрос к вам, Евгения. Да, спасибо за вопрос. Тифлокомментирование – это социальная услуга, предназначена специально для незрячих людей. То есть это мы описываем пространство, действия, место, людей. То есть все, что непонятно незрячему человеку. Это лаконичное описание. И тифлокомментатор – это тот человек, который, соответственно, делает эти комментарии. Вот. Наша библиотека занимается этим очень давно, занимается тифлокомментированием, и у нас есть определенный опыт. Мы часто сотрудничаем с кинокомпанией «Сахафильм». Вместе мы адаптировали фильмы для незрячих, где-то 8-9 фильмов. И, как отметила Тенсиона, мы подготовили «Надо мной солнце не садится». Будет показ, всех ждем. Также, кроме фильмов, мы сотрудничаем с Национальным художественным музеем. Там мы комментируем картины, скульптуры. И с театрами города Якутска тоже есть определенный опыт. Первым театром, который вот дополнил тифлокомментариями свои спектакли, это театр юного зрителя. А в прошлом году на якутском языке были дополнены с тифлокомментариями спектакль «Локут и Ниркуган». Вот. Евгения, спасибо вам большое. Друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе по номерам 320066 и 321166. И вот дальше у меня вопрос к вам, да, Евгения, про какие есть другие форматы, я имею в виду для удаленного взаимодействия с читателями по республике. Я думаю, многие люди нуждаются. Наша библиотека работает и удаленно с читателями. Удаленно мы обслуживаем именно через мобильное приложение аудиокнига РБС. Это, собственно, производство приложения, программа. Скачать можно из Play Market и с iOS. То есть там есть аудиокниги, которые... Называется аудиокниги РБС. Да, все верно. И там есть наши аудиокниги, то есть говорящие книги, специальный формат, которые записаны, репродуцированы, тиражированы именно собственной студией звукозаписи, которая есть в нашей библиотеке. Она работает с 1971 года. И с этого года порядка... очень много книг уже записали, классика якутской литературы, все есть. И более 1000 книг, аудиокниг. Да. Да, спасибо, Евгения, за ваш развернутый ответ. И у нас звонок в студию. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Алло, вас не слышно? Алло? Да, здравствуйте. Теперь слышно? Да, слышно. Добрый день. Спасибо, что позвонили. Вот да, слушаем. Хочу благодарность и пожелания этому библиотеку. Таких нигде нету. Камат, кагалгалах, ütüöbögünü оңыры библиотеканы. Мен каятта хайдахта хайгаппыт кайын эппеппит. Олу сәлбәк хүләне оңырылар, әти білін істебекке күрдік. Өлөк жону үйерделер, ütüөлere, кинилер кыхалламтыялара. Итеген истен бәйім мақталбын дердеві. Онна үші дағаны үшгөдік үйердер көтеттен жону жоллан, хеті күрдік үлелі сізделларған. От душия. Признательна и благодарна и хвалю. Мақтау болнаяға. Спасибо. Бархамақтал.
Я также присоединяюсь ко всем вашим словам и тоже от души восторгаюсь, восхищаюсь этими прекрасными девушками, которые ведут такую очень важную работу. И сразу у нас второй звонок. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть такой вопрос. Вопрос по тифлокомментированию. Какие есть фильмы с тифлокомментированием и где их можно посмотреть у нас в городе Иркутске? Большое спасибо, да, очень хороший вопрос. Пожалуйста, Евгения, прокомментируйте, пожалуйста, ответьте. Спасибо за вопрос. Как я ранее отметила, вместе с кинокомпанией «Сахафильм» мы подготовили фильмы с тифлокомментарием где-то 8-9. И это и на якутском языке, и на русском языке «Снайпер Саха», «Корачит», «Анчик» и так далее. Именно где можно их посмотреть, за фильмами вы можете обратиться в нашу библиотеку. Хорошо. И скажите, пожалуйста, какие у вас планы, какие жанры художественные вы планируете провести по тифлокомментированию также? В этом году нас ждет совершенно новый жанр. И первый на Дальнем Востоке, да? Да, на Дальнем Востоке мы первые будем по этому жанру. Да, именно совместно с театром оперы и балета имени Сорона Малана мы дополним тифлокомментариями балет «Щелкунчик» и оперу «Иоланта». Вот. Спасибо Будет большое. очень интересно, интересный опыт, и всех ждем. И когда примерно ожидать? Пока дата точно неизвестна, но где-то... Это грантовая деятельность. Вот театр оперы и балета, они выиграли грант, федеральный грант Усманова. И, скорее всего, осенью, осенью ожидаем. Ведь есть такая фраза, да, и я с ней абсолютно согласна, что любую работу, любую деятельность делают люди. И все зависит от того, какие люди это делают. Да? Вы говорите о том, что библиотека у нас единственная в регионе. Вы первые по новому жанру, и я уверена, что вы первые не только по тифлокомментированию вот нового жанра. Вы, Италина Семеновна, упомянули о том, что вы также работаете с книгой «Якуты», да? Сверошевского. Это фундаментальный, большой, очень важный труд, и хотелось бы вот побольше узнать. И, наверное, у меня вопрос к Сахае, да? Да. Ну, что касаемо произведения Вацлава Сверошевского «Якуты», это такое произведение, которое в нашей студии было записано. Это одно из самых, во-первых, длинных произведений, многочастное произведение достаточно. А если у нас в целом книги, аудиокниги длятся в среднем там 8-10 часов, то в рамках фестиваля чтения вот мы решили взяться за такую достаточно фундаментальную книгу, как вы сказали. Это этнографический опыт Вацлава Сверошевского, который очень интересно прочитать. И специально к этому фестивалю мы осуществили озвучку вот этого произведения. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы сказали о том, да, я вижу от режиссера, что еще поступил один звонок. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слышно, да? Слышно. Ага, у меня такой вопрос. У меня вот пожилой знакомый есть, у которого худшее зрение. Может ли он к вам в библиотеку записаться? И какие услуги вы ему можете предложить? Сегодня очень важные вопросы задаются, очень полезные, я думаю, для большого круга и зрителей, и слушателей. Кто ответит на этот вопрос? Давайте, Сахая Дмитриевна. Мы, конечно, очень рады каждому нашему новому читателю. Во-первых, обратиться к нам в библиотеку по адресу Ленина, 58, стать нашим активным читателем, ходить на наши мероприятия. И, к слову говоря, вот с 2021 года у нас были запущены курсы по освоению рельефно-точечного шрифта Брайля, на котором вот пишут, читают, осваивают грамоту люди с нарушениями зрения.
Вот эти курсы у нас пользуются достаточной активностью. Уже где-то примерно 6-7 человек у нас прошло обучение, и на данный момент тоже проходит обучение. Также у нас были курсы краткосрочные, также для родителей, у которых есть иного рода дети с проблемами зрения. И вот такие экспресс-курсы тоже мы с удовольствием проводим. Все это, конечно же, по заявкам. По заявкам, да. Звоните, пишите, обращайтесь. Конечно же, мы вам пойдем навстречу, поговорим, встретимся и, конечно же, обучим системе Брайля. Спасибо большое вам за ответ. Мы ответили на ваш вопрос? Спасибо, мы продолжаем дальше. Я сама очень люблю читать. Но, к своему сожалению и стыду, я еще не участвовала в акции «Библия. Ночь», о котором вы рассказывали ранее. Расскажите, пожалуйста, как она у вас проходит? «Библия. Ночь» — это всероссийская акция. И в 2023 году будет проводиться уже 12-й раз. И наша библиотека, конечно, не пропускает такую акцию. 1 раз в год наша библиотека, специальная библиотека для слепых, открывает свои двери для всех желающих. То есть могут принять все желающие. Адрес, пожалуйста, вашей библиотеки. Ленина, 58, через муниципальную библиотеку на 2-й этаж, со стороны улицы Строда. И обычно мы проводим через станции, то есть посетители проходят в игровой форме. Эти станции, площадки, так называемые, да, люди узнают, что такое система Брайля, отгадывают рельефно-графические рисунки, да. Они могут попытать себя в качестве профессионального диктора и многое другое. Все это очень интересно на самом деле. Для широкого круга населения мероприятия мы вообще обожаем, потому что каждый человек должен знать о существовании такой библиотеки. Да, конечно, есть такое выражение, да, пока петух жареный не клюнет, да, мы все-таки отгораживаемся. Меня это не касается, я не слепой, да. А на самом деле, между тем, у нас есть и знакомые, и родственники пожилого возраста, которые могут нуждаться в таких специальных форматах, как говорящая книга, могут нуждаться в специальной социокультурной реабилитации, да, посредством этих мероприятий. Зная ваш коллектив, зная вас лично, я уверена, что это будет очень интересно, познавательно, креативно. Когда, еще раз напомните, у вас будет «Библия. Ночь»? 26 мая с 16 до 20:00. С 16 до 20 часов. Да, до 8. До 8 вечера. Да. До 8 вечера 26 мая, пожалуйста, приходите, погостите в Республиканской библиотеке для глухих, которая находится для слепых. Извините, вот сколько мы не общаемся, у меня каждый раз это оговорочка. Да, 26 мая, и адрес проспект Ленина. 58. 58. Спасибо. Скоро состоится презентация книги об Иване Грозном. Горном. Об Иване Горном, да. Да, расскажите, пожалуйста. Иван Николаевич Егоров-Горный, о нем можно рассказывать много на самом деле. Это известный незрячий поэт, публицист, переводчик. Он создатель якутского алфавита по системе Брайля. Он проработал более 20 лет в школе для слепых детей. И наша библиотека выпускает книгу о нем. И 5 июня как раз на площадке библиотеки для слепых состоится эта презентация. Спасибо большое. Какие у вас есть, дорогие гости, пожелания к зрителям, к слушателям? Пожалуйста, Евгения, давайте вкратце, да, у нас немного времени осталось. Всем слушателям большой привет. И если у вас есть друзья, знакомые, родственники, которые испытывают трудности при чтении, пожалуйста, обращайтесь в нашу библиотеку. Айталина Семеновна, буквально 2 слова. Всех поздравляю с профессиональным праздником, всех коллег, всех книголюбов, книгачеев. Спасибо, Сахаяна. Всем желаю крепкого здоровья и приходите к нам на «Библия. Ночь».
А я желаю вам вдохновения и благодарных читателей. Спасибо, что вы пришли сегодня к нам в студию. Спасибо большое. До свидания. Итак, друзья, второй блок передачи «Якутск сегодня». И у Всероссийского общества инвалидов юбилей – 35 лет. И в гостях председатель региональной якутской организации Всероссийского общества инвалидов Лебедева Ирина Васильевна. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Спасибо, что вы согласились прийти и рассказать о вашей организации. Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Я, во-первых, хочу поблагодарить, что вы пригласили меня на студию. Хочу рассказать, что наша организация Всероссийского общества инвалидов была образована 17 августа 1988 года. А в Якутии учредительное собрание было проведено 9 июля 1988 года. И с этого года мы защищаем права, интересы наших людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня у нас 32 местных организаций, 315 первичных организаций. И численность наших членов с каждым годом увеличивается. По всей России у нас 85 региональных организаций. А вот недавно, в апреле, к нам присоединились Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. И поэтому численность инвалидов, которые готовы с нами работать и готовы присоединиться к нашей общественной деятельности, превысила 1,5 миллиона человек. Вот. Это во Всероссийском обществе инвалидов. Ага. А в Якутии у нас более 23 тысяч человек. Членов вашей организации. Да. Вот вы упомянули, есть первичные организации и местные организации. Какая разница между ними? Местные организации – это районные. Ага. А внутри района еще есть первичные организации, которые работают в маленьких деревеньках, селах, в поселках. Да, количество их достигает до 100, до 50, до 20 человек. У вас очень обширная работа, да, Ирина Васильевна. Это со всеми же вы взаимодействуете? Да, круг нашей деятельности очень обширен. Мы работаем и законодательным органом, и с правительством, и с министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями культуры, спорта. Обширная, да. Значение вашей работы бесценно. И примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность за то, что вы делаете. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как стать членом вашей организации? Вот какой алгоритм шагов? Человек стал инвалидом. Он сидит у себя дома в 4 стенах, хочет выйти в люди. И в этом случае наши общественные организации на местах тесно работают с бюро МСЕ, медико-социальной службы, экспертизы. Это комиссия назначается? Комиссия. И с управлениями социальной защиты. Например, человек, если захотел стать на учет в общественную организацию, он пишет добровольно заявление. Заявление рассматривается на правлении местной организации, и ему вручают членский билет. Я думаю, что принимают же всех, да, кто желает. Принимают тех, кто добровольно написал заявление, или могут написать заявление представители детей-инвалидов. Детей-инвалидов, те, которые хотят вникнуться в общественную деятельность инвалидов. Он получил членский билет. Членский билет. И дальше что? Как его вовлекают, этого человека, в деятельность? Я сейчас немножко расскажу о своей деятельности. Да? Я когда впервые была избрана председателем Верхнеуральской областной организации, я начинала работу так. Например, человек стал инвалидом,
Управление социальной защиты отправляет к нам. Вот есть общественная организация инвалидов, и он к нам подходит, мы с ним беседуем. Например, у человека есть какой-то талант, какие-то способности, например, в спорте, чем он занимался до инвалидности, да, мы все это выявляем, разговариваем, и потом мы уже говорим, вы можете, например, участвовать на выставках, на концертах, поехать с нами на соревнования. Вот выявление индивидуальных способностей и творческих данных мы выявляем, когда вот беседуем с инвалидом. Да, я могу подтвердить, что мы познакомились с Ириной Васильевной в прошлом году, в мае, да? Да. В мае прошлого года, и у них реально работа кипит и не останавливается. Очень много мероприятий, очень много с людьми вы работаете, за что вам большое спасибо. Спасибо. Да, мы работаем вот с 21 года, да, 21 года у нас открылся правовой отдел. Им руководит Басыгысов Геннадий Степанович, заслуженный юрист Республики Саха-Якутия. И правовую помощь, юридическую помощь мы оказываем. И вот люди к нам приходят каждый день. В день он принимает по 5-6 человек. И по защите прав инвалидов, по защите жилищных проблем, да, по выявлению этих нарушений мы очень-очень помогаем нашим инвалидам. И вся эта консультация проводится на бесплатной основе. На бесплатной основе. Ага. Какие вы мероприятия специальные вот готовите к юбилею? К юбилею мы вот в следующем месяце, 28 по 30 июня, в местности Ортодойду Хангаласского улуса мы проводим республиканский культурно-спортивный фестиваль инвалидов, где проводим спортивные мероприятия, культурные мероприятия, да, конкурсы. И в рамках этого мы будем встречать участников научно-практической конференции по доступной среде. У нас же идет реализация комплексная абилитация и реабилитация инвалидов и детей-инвалидов. Поэтому гости будут участвовать в нашем открытии. Вот «Доступная среда» будет называться мероприятие? Да. Это конференция? Конференция, научно-практическая конференция. Обширная программа у этой конференции. Приедут все министры Дальнего Востока, представители по комплексной реабилитации инвалидов Санкт-Петербурга. Ну, очень много гостей мы ожидаем. Извините за такой вопрос. У нас в Якутске доступная среда лучше, чем в других городах по Дальнему Востоку? Почему они приглашают наш родной Минтруд? Да? Потому что обмен опытом очень же... И мы хотим как бы показать свой опыт и перенять опыт других регионов, посмотреть, увидеть, услышать, перенять и показать, какие у нас недочеты. Показывает же, когда не тогда, когда все хорошо. И можно показать и то, чего не достает, не как хватает. Есть. Да, как есть. Вот. Да, вам большое спасибо. И Минтруду большое спасибо за то, что такая важная тема конференции «Доступная среда» будет проходить именно в Якутске, потому что и поучиться у нас надо много чему. Конечно, да? И, я думаю, поделиться опытом тоже. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нам по номерам 32 00 66 и 32 11 66. А мы продолжаем нашу беседу. В каких всероссийских юбилейных мероприятиях будут участвовать делегаты от нас? Мы ежегодно выезжаем на всероссийские соревнования, культурные мероприятия. В прошлом году, например, мы участвовали в Нижнем Новгороде культурно-спортивном фестивале «Дружба народов». И там наша девочка, которая никогда не выезжала за пределы республики, заняла первое место по пауэрлифтингу. И ежегодно, уже который 8-й год, да, мы выезжаем на
Крым. Это раньше называлось Паракрым, и в связи с теперешними условиями мы в прошлом году выехали в Сочи и заняли из 57 регионов России 5-е место. 5-е место. Ага, по настольному теннису 2 чемпиона было, по легкой атлетике у нас одна девочка тоже, которая не выезжала никогда из региона, заняла 1-е место. И вот такие вот у нас успехи есть. А в этом году мы заочно участвуем в «Стихия Пегаса». Это конкурс стихотворцев. И отправили заявки на «Инва-стартап». В прошлом году мы в этом конкурсе тоже участвовали. Сюда участвуют индивидуальные предприниматели с инвалидностью и те, которые занимаются, самозанятые инвалиды. Да? В этом году мы отправили 2 заявки. В конце мая послушаем результат. Спасибо, что вы выявляете таланты, и ведь очень важно испытывать поддержку человеку, который попал в такую ситуацию. А расскажите, пожалуйста, какие самые популярные, может, ежегодные конкурсы, мероприятия, либо улусные, либо республиканские? В республике мы ежегодно проводим больше 10 основных мероприятий. Это «Ага Кюряга», это «Счастливы вместе», семья с инвалидностью участвует, это бал достижений, мы выявляем лучших по итогам года лауреатов, да, и, Межулусный культурно-спортивный фестиваль в прошлом году у нас отметил 20-летие. И бальные танцы у нас уже занимает особое место. Победитель гранта Илдархана этот проект. В этом году мы провели в Намском улусе. Приняли участие больше 100 человек. Этот проект написала председатель Мегино-Кангаласской улусной организации Пермякова Тамара Николаевна для того, чтобы, бальные танцы очень-очень красивые. Красиво и помогает социализировать людей с инвалидностью. Люди с охотой участвуют, очень-очень стараются, подготавливаются. У них и репетиции отдельно проводятся, и костюмы. И в этом году очень много участников было колясочников. Ансамбль Ильдегей очень красиво танцевали, украсили наш праздник. И еще, тренинги у нас проводятся по выявлению лидерских способностей молодых инвалидов. В прошлом году у нас победителем был Шишигин Александр из Мегино-Кангаласского улуса. И еще спортивные соревнования каждый год проводим. Как в Ютубе посмотреть, например, этот конкурс бальных танцев? Что нужно написать в поисковике? У нас, к сожалению, YouTube-канала нету у себя в организации. Да, мы разрабатываем этот канал. В поисковике можно поискать где-то в Намском улусе, наверное. Намский улус. Хорошо, а в Ютубе вы не выкладываете тогда, получается? Нет, да? пока нет. Но дело в том, что Ирина Васильевна мне отправляла видео этого конкурса. Очень высокая организация, очень красивые танцы. И есть дело даже, наверное, не в профессионализме, а дело в душе человека, что люди очень искренне вовлечены, и это так завораживает, это так вдохновляет. И такие мероприятия вообще должны освещаться. Да, я полностью согласна. У нас есть свой сайт Якутской республиканской организации, Инстаграм-страница, YouTube мы только-только разрабатываем, и в скором времени будет. Все видео, наши мероприятия будут тоже в YouTube-канале. Сейчас над какими актуальными вопросами вы работаете? Самый актуальный вопрос сейчас у нас трудозанятость инвалидов.
Наш Илдархан особое внимание уделил трудовой занятости инвалидов, и к 2024 году численность инвалидов должна достигать 50% от общего числа инвалидов, трудоспособных. На сегодняшний день этот процент маленький, но мы двигаемся вперед. В этом случае я хочу сказать, что мы тесно работаем с Госкомитетом занятости и работаем тесно с большими предприятиями, которые могут арендовать рабочие места у нас. Например, в прошлом году с ПАО «Сбербанк» мы заключили договор и трудоустроили 19 человек. И в этом году тоже к нам на связь вышла одна большая организация. И мы тоже хотим с ними заключить договор и трудоустроить инвалидов, которые захотят по квоте трудоустроиться. В рамках нашего проекта мы тоже проводили мероприятие по пошиву свитшота. Ангел Добра Асия Слепцова проводила данное мероприятие. И с этим у меня вопрос. Работаете ли вы над получением другой квалификации людям с инвалидностью? Работаем, конечно, центрами занятости. Центры занятости нам отправляют инвалидов, или к нам подходят инвалиды, которые хотят трудоустроиться. И мы тесно работаем, и если человек захотел переквалифицироваться, мы можем написать ходатайство. Да, Ирина Васильевна, к сожалению, у нас время уже подходит к концу. Я вам желаю нового большого помещения. Спасибо. Да, и вдохновения, и успехов вам в вашей очень важной работе. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Спасибо.